Известно ли вам, что чем больше людей будет наблюдать за чрезвычайной ситуацией, тем меньше вероятность, что они кинутся помогать пострадавшим? Этот психологический феномен является одним из самых интересных и пугающих одновременно. Он называется эффектом постороннего, или также его называют синдромом Дженовезе. Почему такое название? Был случай в Нью-Йорке, когда Китти Дженовезе погибла в 1964 году. Ей нанесли ножевые ранения, изнасиловали и ограбили. Было установлено, что не менее 10 человек в тот или иной момент являлись свидетелями преступления. Из них 2 знали, что она уже была ранена, но никто не оказал ей непосредственную помощь. Кто-то позвонил в полицию, но звонки были настолько неинформативными и не привлекли должного внимания. О случившемся опубликовали в Нью-Йорк Таймс, и статья наделала немало шума. После случившегося 2 исследователей назвали его эффектом постороннего. Что они сделали? Они наблюдали за реакцией студентов по аудитории, когда один из них внезапно падал на землю с приступом эпилепсии. Если в комнате на тот момент находился только один человек, то этот человек оказывал содействие в 85% случаев. Когда приступ случался в присутствии нескольких людей, то этот показатель почему-то снижался уже до 30%. К сожалению, множество подобных последовавших экспериментов, при которых создавались самые разнообразные ситуации, подтвердили устойчивость этой модели поведения, в том числе среди детей. У этого явления множество причин, нет какой-то одной, все очень ситуативно, но есть общие моменты. Во-первых, каждый наблюдатель думает, что действовать начнет кто-то другой. Во-вторых, не каждый сразу понимает, что происходит. Наблюдатель не уверен, что он действительно правильно понял происходящее. Еще один момент, все смотрят, как ведут себя в этот момент остальные. Если никто не реагирует, значит ситуация такая, что не требует вмешательства. Но очень много значит кто именно является жертвой, как он выглядит. И насколько наблюдатель события ассоциирует себя конкретно с этим человеком. Имеет значение все, что угодно. Национальность, пол, даже футболка любимой футбольной команды. На самом деле вы уже могли видеть немало социальных роликов, основанных на эффекте постороннего, когда скрытыми камерами снимают реакцию людей на негативные ситуации. Ситуация, когда происходит что-то действительно плохое, но вместо того, чтобы кинуться на помощь, окружающие могут просто снимать происходящее на телефон. В отдельных странах и регионах поведение очевидцев чрезвычайных происшествий регулируется нормативно-правовыми актами, законами доброго самаритянина. В Германии и Испании неоказание помощи считается уголовным преступлением. В канадской провинции Квебек содействие пострадавшим является гражданской обязанностью. Законы доброго самаритянина действуют в нескольких штатах США, но в большинстве стран у свидетелей нет обязательств перед пострадавшим. Психологи полагают, что быть активным посторонним, то есть тем, кто бросается на помощь, и пассивным может каждый. И у каждого человека есть потенциал оказаться в той или иной роли, в той или иной ситуации. В противовес эффекту постороннего есть влияние активного наблюдателя, который начнет действовать и увлечет за собой других людей. Поэтому основные рекомендации для преодоления эффекта постороннего сводятся к 2 базовым стратегиям поведения. Во-первых, действуй, тогда остальные последуют твоему примеру. И руководи, это важно. То есть будь морально готов управлять ситуацией, в том числе давать указания присутствующим. Не всегда действуют такие общие обращения, как «спасите», «помогите». Обращайтесь к конкретному человеку. Скажите: так, вы, женщина в синей футболке, вызывайте сейчас неотложку, а вы, мужчина в белой футболке, идите сюда и помогите мне. Не ждите, что вокруг вас все бегут на помощь и все знают, как им нужно поступать. Наиболее эффективный подход – это напрямую обращаться к тому или иному человеку и четко объяснять, какие действия с их стороны необходимы. Еще один знаменитый американский психолог наших дней, Филипп Зимбардо, который провел некогда очень знаменитый стэнфордский тюремный эксперимент, уверен, что навыки реагирования на негативные ситуации приобретаемы. Он инициировал проект «Героическое воображение», задача которого научить людей всех возрастов быть героями будней, говорить открыто, вставать на защиту слабых и принимать мудрые решения в трудных ситуациях. Думаю, эта информация окажется весьма вам полезной и объяснит ваше некоторое замешательство, если вы уже были свидетелем какого-нибудь чрезвычайного происшествия в людном месте.
и научат вас, как действовать, если вы сами стали жертвой и нуждаетесь в помощи посторонних.